Привет всем, меня зовут Петр Лукачевский, я руководитель компании Rango. Мы занимаемся разработкой мобильных приложений, и как раз-таки по сфере своей деятельности приходится частенько выступать, не только, получается, как говорится, онлайн, да, но и частенько приходится выступать перед инвесторами, перед какими-то жюри, в разных конкурсах участвуем. Привет Мы всем, все-таки меня зовут стартап, Петр да? Лукачевский, я руководитель Сегодняшняя компании тема, Rango, которую мы я хотел бы занимаемся рассказать, это разработкой все-таки, мобильных что такое pitch. Многие приложений, это, к сожалению, не как знают, да? раз-таки по сфере. Но я чувствую то, что ребята все мы тут знаем, что такое pitch. Но освежить, как говорится, знания и пообсуждать будет неплохо. Как раз-таки, что такое pitch и как сделать хороший pitch, хорошую презентацию к нему и, соответственно, чтобы ваше выступление было адекватным, клевым и классным, как говорится, чтобы вы могли, как говорится, а, разжечь зал, да? Давайте начну. Сейчас демонстрацию экрана включу. Секундочку, ребята. Мгм, мгм. Ладно, ребята, слышно, да? Я и слышно говорю. Видно? Если видно, то классно, конечно. Да, видно. Давайте начинаем. Что такое пич и как сделать, соответственно, идеальный пич, чтобы вы могли это принести в свою компанию определенное количество денег или выиграть в каких-то определенных моментах, да? Пич интересная тема, она пришла вообще от спорта, и сейчас вовсю используется не только среди стартаперов и режиссеров, как говорится, кинематографистов, да, но и в корпоративной среде тоже. Пич – это краткая структурированная презентация проекта перед потенциальными инвесторами, да. Это, грубо говоря, в течение от 1 минуты до 10 минут вы должны рассказать всю суть проекта, что вы хотите сделать с ним и так далее. Как раз-таки по этой части это позволяет, как говорится, не то что структурировать ваши идеи, да, это позволяет вам это экономить время свое и в то же время ваших руководителей, инвестиционной компании, венчурной компании, там, бизнес-ангелов и так далее, да. И как раз-таки по этой части пройдемся. Есть 3 вида, да, ну, по крайней мере, называют 3 вида. Это elevator pitch, это 1 минута, грубо говоря, там проблема, решение, перспектива, да. Idea pitch, и это уже туда входит объем рынка и бизнес-модель, как вы будете зарабатывать деньги, и про команду можно написать, да. И funding pitch, это когда вы уже, вам нужны деньги, и вы туда вставляете бизнес, не только бизнес-модель, но монетизацию, экономику, там, если в формате приложений там, или так далее, стартапа, да, это может быть юнит-экономика. Угу. Дальше пойдем. Смотрите, вот есть определенные правила, извиняюсь, правила питча, да, эти правила как раз-таки придумал не я, вы можете даже в интернете загуглить, посмотреть, то, что все-таки есть основные правила, благодаря которым эта презентация у всех получается реально клевыми, интересными. Да? Первое правило – это боль, решение и команда. Это как работает, да? Соответственно, боль – это что? Это проблема. Есть проблема и есть, соответственно, решение, да? Это обязательно вы должны это рассказать, показать, да? И в конце обязательно у вас должна идти команда. Потому что продукт без лица, как говорится, это слишком корпоративно и не так привлекает внимание, да? Грамотная подача себя – это очень важный момент, и если вы будете стоять и рассказывать про свой продукт, но в то же время вы будете мямлить, да, к примеру, ну, грамотная подача себя, ну, это, ну, пич, нормальная тема, там, ну, и в таком формате будете разговаривать, то это, конечно, никого не привлечет внимания, никого не заинтересует, да, поэтому вы должны понимать то, что это пич, и вы – это одно целое, короче. Не зря же в питче, да, в презентациях используется мало текста, чтобы вы могли это дорассказывать своими словами. И основное, очень важное правило – это тайминг. Вы должны всегда уважать себя, уважать других, да, и поэтому всегда придерживайтесь тайминга. Чтобы придерживаться тайминга, ребята, советую просто практиковаться максимально много и максимально, как говорится, перед публикой, перед друзьями, да.
Четвертое – это презентация. Естественно, пич без презентации – это просто стендап какой-то, и это не очень хорошо, непонятно, и нет визуализации, да. Вера в свой продукт. Вы должны верить в свой продукт. Если вы не верите в свой продукт, вы не знаете свой продукт, то, соответственно, вы не сможете продать свой продукт, соответственно, да. Поэтому, ребята, вы должны верить в свой продукт, вы должны верить в то, что ваш продукт выстрелит, да. Вы должны знать про свой продукт максимально много. Мгм. И чтобы, к примеру, если жюри или инвесторы там спросят какой-то вопрос, вы не стояли, тупили, а реально, как Продукт, вы не говорится, знаете отвечали на свой продукт, вопросы, да. то, соответственно, вы не Таким сможете образом, продать свой продукт, соответственно, вы да. сможете, как говорится, Поэтому, шансов ребята, больше вы будет, должны то, что верить в вы свой продукт, вы должны выиграете конкурс верить или в то, что получите ваш денежки, продукт да. выстрелит, да. Вы должны Что у нас знать про еще? свой продукт Улыбайтесь. Ну, максимально смотрите, много. тут есть интересный момент, И чтобы, это к примеру, если жюри слишком или инвесторы корпоративные там питчи, они не приносят впечатления таких хороших, да, когда суровые мины стоят, там, типа, чисто есть проблемы, есть решения, там, и так далее, это не очень хорошо, да. Чтобы разбавить все-таки немножко питчинг, вы можете улыбаться, вести более позитивный настрой, оптимистично там, смотреть на мир, как говорится, да, и в итоге, соответственно, люди, которые оценивают вас, это будут более позитивно вас воспринимать. Ну, это, грубо говоря, психология, это по-любому. Поэтому никогда не забывайте улыбаться, никогда не забывайте все-таки думать позитивно, и у вас, думаю, все получится. Смотрите, чтобы все-таки, как говорится, там, подготовиться к клевому питчу, да, чтобы вы смогли это выступить уверенно, если, к примеру, у многих людей есть боязнь аудитории, да, это не только, как бы сказать, у некоторых определенных людей, это у всех практически есть, да. Даже я сейчас, вот, к примеру, сижу перед аудиторией онлайн, как говорится, и все равно немножко волнуюсь, потому что я чувствую то, что какие-то определенные люди смотрят на меня и, возможно, даже оценивают, да. Поэтому есть немножко такая зажатость. И чтобы вы могли уверенно питчиться, смотрите, вы должны максимально много практиковаться. Практиковаться перед аудиторией, перед друзьями, коллегами и перед зеркалом, если вы парень-одиночка или девочка-одиночка, да, и не любите все-таки аудиторию, то можете перед зеркалом. Смотрите, из этих трех, как говорится, способов я бы выбрал все-таки коллегу и зеркало, да. Потому что друзья, они все-таки, как и родственники, они могут вам врать. Они могут вам сказать, типа, да, клево ты выступаешь, классно, да, а по факту будут думать, блин, Петя вообще плохо выступает. Мне кажется, он мангет, ну, грубо говоря, да. Если коллеги, у коллег получается цель такая же, как и у вас, да, достичь каких-то определенных целей, да, через питч. Поэтому коллеги будут максимально четко рубить и говорить, Петя, тут неправильно, давай тут быстрее, тут медленнее, давай текст поменяем. Поэтому предпочтительные коллеги. Зеркало как раз-таки, на мой взгляд, поможет вам смотреть на себя со стороны. Как вы выглядите, когда что-то рассказываете, да? Ваши, как бы сказать, мимику, да, жестикуляцию. И, соответственно, таким образом, на мой взгляд, все-таки зеркало и коллеги принесут больше пользы, да, при практике выступлений, чем друзья. Смотрите, как говорится, питч без презентации – это не питч, это стендап, да. Презентация есть определенные правила, которые помогают сделать ваше выступление максимально клевым, да. Это минимум текста, минимум формальности, максимум 2-3 цвета. Презентация и питч – это все-таки одно целое. Ваши слова должны дополняться как раз-таки визуализацией в виде презентации. И, естественно, если вы не умеете работать с дизайном,
меня, грубо говоря, интернет исчез. Давайте начну дальше, да? Ребята, где я остановился? Вы сможете прописать мне? Или сказать? Отлично, клево. Смотрите, ребята, я заново повторю, да, рецепт презентации это что? Это минимум текста, минимум формальности, максимум 2-3 цвета, чтобы у вас радуга не получилась. Презентация и пич одно и целое, это презентация, это визуализация вашего текста, да, это обязательно. И если вы не умеете работать с дизайном, то воруйте дизайн у других. В интернете огромное количество бесплатных вариантов. По минимуму текста. Почему минимум текста нужно в презентации, да? Это для того, чтобы аудитория слушала вас, а не читала текст. Если будет читать текст, сидеть, то вы как бы не нужны, получается, да? Вы можете просто презентацию включить с текстом и уйти. Можно даже музыку добавить. И, соответственно, ваша презентация будет как какое-то коммерческое предложение, которое, вот, например, компания отправляет рассылки, да, в таком формате будет. Это будет ужасно. Так не делайте. Поэтому текст пытайтесь максимально меньше использовать. Как говорится, это лучше структурирует презентацию, да. Минимум формальности. По формальности, что могу сказать, это все-таки мера адекватности, конечно. Вы можете уверенно стоять, там, обращаться к аудитории на «ты», на «вы», да, шутить. Это будет хорошо, это будет живо, это будет интересно, это будет реально классно, да. Но все в меру адекватности. Если вы стоите перед каким-то, не знаю, перед Путиным стоите, к примеру, да, а вы стоите там, шутите, то это уже как-то неадекватно будет, на мой взгляд, это могут быть последствия. Максимум 2-3 цвета, это почему, да, вы можете даже посмотреть это клевые презентации крутых стартапов, питчеров, да, и посмотреть то, что они всегда используют максимум реально 3 цвета. В основном это презентация такая, белый фон, там, черный, там, или синий, желтый, да, надписи и какие-то картинки определенные, очень минимализированно, очень стильно, и все очень клево смотрится. Презентация и пич одно целое, это, как я уже сказал, то, что вы говорите, и то, что идет в презентацию, должно синхронизироваться. Вы должны дополнять презентацию, и презентация должна дополнять вас. В таком случае у вас пич получится максимально классным. По поводу того, что лучше воровать дизайн, да, если вы не умеете делать дизайн презентации, не умеете, как говорится, собирать ее, да, то реально в интернете возьмите несколько презентаций, посмотрите, можете какую-нибудь там использовать, да, просто текст практически поменяете, да, и то презентация у вас лучше будет. Потому что я очень часто видел презентации, где жить, реально жить бывает, где много текста непонятного, хаос какой-то, картинки в плохом качестве, как еда, которая сзади на фоне у меня, в таком формате. Давайте дальше, ребята. Смотрите, вот структура презентации классическая, можно сказать, да, по крайней мере в России у нас такая. Это обложка, на обложке получается ваша команда, ваше название вашего проекта, там, ну и, соответственно, там какой-нибудь там рекламный слоган, типа «Станьте мне вместе со мной», там, ничего подобного. Дальше идет проблема, решение и возможности продукта, целевая аудитория и рынок. Далее у нас бизнес-модель, аналоги и конкурентные преимущества, команды и контакты. Демо и видео 15-30 секунд. Я могу точно сказать то, что я выступал не только в Якутии, да, но и в Москве, да, получалось выступить перед определенным инвестором, который у нас не очень получалось, это из других, как говорится, стран СНГ, да. Но смотрите, везде структура презентации, которую они требуют, это в таком формате. Реально. После проблем идет решение, а не наоборот. Бывает то, что это вначале решение, потом проблема, ну, смотря как ты все-таки презентацию ведешь. Но лучше проблема, решение, целевая аудитория, бизнес-модель, аналоги и конкурентные преимущества, команды и контакты, демо и видео 15-30 секунд. Так лучше всего будет.
Мгм. Смотрите, вот яркий пример слайдов, как стоит делать слайды и как не стоит делать. Да, слайд, который слева, он реально минималистический, все понятно, очень красиво смотрится. И я смотрю то, что это не просто слайд, это реально из коммерческого предложения какого-то или с огромного кейса. Страница 54 как-никак. А справа это, ну, справа это жесть, короче. Это тупо текст, человек не нужен, можно вставлять и сидеть читать, короче. Про реки, озера там и так далее. Ну, классно. Также есть вот эти два варианта. Слева презентация тоже, опять же, смотрится клево, интересно, минималистично. Как говорится, глаза не напрягаются, когда смотрят, да? И можно как раз-таки тут уверенно рассказывать про свой продукт, да? Как бы приходите к 130 тысяч подписчикам, да? Тут как раз-таки во время презентации можно рассказывать, как вы будете email-маркетинг делать, да, через Facebook, как продвигать ваш продукт там, и так далее. И в итоге вы получите 130 тысяч подписчиков. Тут все понятно, на одном слайде можно уверенно сидеть и рассказывать в течение там 2 минут, 1 минуты, и всем будет понятно, и думаю, это будет классно, да. А справа, ну, это жесть просто. Вот вместо того, чтобы вот эти стрелки, которые там хаотично стоят, да, я бы подумал на структуризации самого слайда. И есть определенный момент, слайд темный, получается, вот темно-синий, да, к примеру, на многих поверхностях, а если, к примеру, презентация будет у вас через проектор, то есть шанс того, что некоторые стрелки просто не видны будут. Это будет, ну, отстойно. Давайте далее. Тут следующий пример у нас по презентации. Ну, как мы видим, то, что презентация слева, она красочная, клевая, крутая, ну, справа какой-то. Ну, а если честно, то презентация, которая слева, это слайд, я ее нашел на просторах, как говорится, американского нета, да, именно как пример плохой презентации показывали ее везде. Ну, как мы видим, реально плохая презентация, но это вообще жизнь какая-то. Это стиль называется начало 2000-х там, или конец 90-х, когда у меня есть, появился, не знаю, Paint. Справа тут получается, смотрите, тут темный фон используется, но я думаю, скорее всего, эта презентация, точнее, этот слайд используется для питч-дека. Это когда, к примеру, презентация с текстом отправляет уже напрямую какому-то определенному инвестору или там, венчурной компании или каким-то определенным партнерам, чтобы они, соответственно, посмотрели, подумали и ответили вам, как говорится. Ну, смотрите, ребята, на этом все у меня. Достаточно коротко. 20 минут у меня заняло все это. Если есть вопросы, то давайте пообщаемся. Я очень-очень буду рад этому. Мгм. У кого-нибудь есть возможность увидеть, получается, точнее, высказаться? Люба у меня спрашивает, где ты учился. Нигде не учился. Ну, смотрите, да. По опыту могу сказать, я очень долгое время работал корпоративным бизнес-тренером в компании МТС, и нас заставляли выступать. В первое время, первый раз, когда я выступал перед аудиторией, это было страшно, это было жестко. Я вышел и в прямом смысле начал запинаться, забывать текст. В итоге аудитория меня тупо съела. Да? Это очень неправильное решение с моей стороны было, когда я аудиторию ставил выше себя. Мгм. В данном случае, когда вы будете выступать перед аудиторией, аудитория должна слушать вас. Вы должны контролировать аудиторию. Вы выше аудитории. Вот так надо себя программировать, да? А не наоборот. Марьяна у нас спрашивает, как перебороть волнение перед выступлением. Никак, честно скажу, никак. Не знаю, некоторые люди, наверное, предлагают там успокоительное выпить там, и так далее, но я слышал, и многие тренеры рассказывали то, что волнение, наоборот, если, к примеру,
ты не волнуешься, то, скорее всего, ваше выступление будет очень скучным, очень интересным, потому что для вас это обычное явление будет. Про 3 уровня голоса, да, смотрите, есть интересный момент, да, это, я не уверен, то ли это, что ты имеешь в виду, типа надо говорить о том, не-не-не, я это не слышал. Есть определенный момент, когда аудитория перестает вас слушать, реально. Если вы долго выступаете, и, допустим, в течение там получаса, часа у вас тренинг идет, да, многие люди просто отвлекаются и исчезают. Чтобы такого не было, вы должны, когда выступаете, можете использовать изменение голоса, да. К примеру, Люба сидит у нас где-то там сзади всех, там на Камчатке, и все, там нас не слышит, и все, короче, и пофиг, да, к примеру. Ага, и она уснула. Ей неинтересно, она смотрит в телефон, и что я делаю в этом случае, да? Я могу резко закончить текст, допустим, к примеру, так. В данном случае мы разбираем, и молчу просто. И смотрю на реакцию Любы. Если Люба это уже смотрит то, что как бы, как говорится, в аудитории это тишина и что-то интересное, и тогда уже вовлекается. Есть второй вариант. Это когда начинаешь очень тихо говорить, и ей приходится уже прислушиваться, что за фигня, как говорится, да. Но никогда не стоит, как учителя наши в школе, прям показывать пальцем. Ты, там, не знаю, проснись, там, так далее, там, всякими словами интересными, помню, называли нас. Так не стоит делать. Лучше, пусть это будет естественно, интересно, но никак не задевать чужое эго. У меня есть вопрос. Давай, говори. Здравствуйте. На что больше всего нужно сделать упор при питче? Вот именно какой слайд? На Смотри, что больше всего? ну, я насчет этого не могу сказать точно, да, потому что я никак не инвестор, да, но, насколько я помню, очень важная тема – это проблема и решение, как вы будете решать эту проблему, как говорится, да, и ваша экономика, ну, в смысле, бизнес-модель, как вы будете зарабатывать деньги. Вот эти, на мой взгляд, это самые важные моменты. Хотя многие говорят то, что все-таки эта команда тоже влияет очень большую роль, но я, как говорится, сейчас транслирую то, что мне говорили. Если был бы инвестором или чем подобное, то, наверное, это мог бы точно сказать, типа, почему там и какой слайд самый важный. Типа, команда с контактами самый топчик, там это, фейерверки поставить обязательно сзади. Ну, все вроде, да, ребята? Или как? Окей. Если есть вопросы, если есть вопросы, то задавайте. Ладно, ребята, на этом все. Всем пока. Пока.
Так, всем добрый день, дорогие участники. Спасибо, что присоединились сегодня. Давайте начнем. Наш третий день. Так, сегодня у нас по плану... давайте включим трансляцию. Так, да, и сегодня у нас по плану две лекции. Первая лекция по Customer Development. Спикером выступит Станислав Триерс. Он генеральный директор компании Test Technology и ментор в акселераторе B8. А также лекция по эффективной деловой коммуникации для экспортеров. Проведет его спикер из Российского экспортного центра. Так, давайте на этом я, наверное, сразу дам слово Стасу. Всем привет. Нас пока не так много. Еще, наверное, будут подходить люди, да? Да. Можно, наверное, начать с того, что ты расскажешь, кто ты и как ты. Хорошо. Как я до этого докатился? Вот. Я изначально айтишник по образованию. Я занимался разработкой, внедрением информационных систем различных. В какой-то момент я решил сделать бизнес-инкубатор в университете, в котором я учился, который я заканчивал. После чего, там был такой достаточно успешный опыт, после чего я перешел работать в технопарк Новосибирск. Я в Новосибирске жил. Отработал какое-то время там, после чего меня понесло в венчур. Я работал в венчурном фонде развития интернет-инициатив. Отработал 3 года. Мне, наверное, там все надоело, и я решил делать бизнес. Сейчас уже 4 года строю компанию по аналитике данных, Big Data, Data Science, различные маркетинговые исследования. Долго работая в фонде, в технопарке, наверное, так сильно погрузился в работу стартапов, что все еще продолжаю. Я там в B8 ментором выступаю, член экспертной коллегии Сколково, оцениваю входящие заявки. Это такое, скорее, больше хобби и расширение собственного кругозора, чтобы понимать, что, где, кто, как что-нибудь новенькое делает. Но основной вид деятельности – это бизнес мой, конечно же, который я пытаюсь все развить, вывести на какой-то уровень. Мы, конечно, растем, там в 2-3 раза в год вырастаем, но все кажется мало-мало. Хочется так оторваться уже от такого типа стартапа и стать уже большой компанией. Мы к этому стремимся. У меня есть ряд мастер-классов, которые я периодически провожу, рассказываю. Один из таких ключевых, наверное, это Customer Development. Он про то, как надо начинать бизнес, что изначально нужно как бы по-хорошему изучить своего клиента, кому ты что будешь продавать, а потом строить бизнес. Я про Customer Development знаю давно, и еще работая в фонде, я проводил мастер-классы, учил, как его проводить, CastDev. Но по факту, когда стал строить свой бизнес, все сделал неправильно. Я считал, что я такой мега умный, я знаю, что продавать, кому продавать. И пошел, по сути, на рынок с предложением, чтобы у меня там купили услуги по аналитике больших массивов данных. Но самое интересное, у меня есть аналогия такая, я вот с этой бигдатой бегал по рынку, как вот, не знаю, там, как будто бы я вот авокадо пытаюсь всем впарить. Говорю, вот смотрите, вкусно, полезно, всем надо брать, это прям очень-очень важный фрукт, который нужно всем. А на меня смотрят как на дурака, такие, слушай, нам бы картошки какой-нибудь, нам бы простых услуг, у нас типа задач еще море, у нас много чего не закрыто. И по факту там стартовали мы с бигдейты,
Потом мы переориентировались на услуги попроще, на маркетинговые исследования различные. И сейчас вот только-только начинаем выходить на такие серьезные высокотехнологичные услуги, сервис. У меня будет презентация. Сейчас я ее включу. Пам-пам-пам-пам. Каздев. Как быстро проверять гипотезы, двигаться вперед. Считается, что большинство стартапов погибает не потому, что у них какой-то плохой продукт, некачественный продукт, продукт не с таким дизайном, а на самом деле их продукт либо услуга никому не нужна. В моем случае не факт, что мы некачественно оказывали услуги по аналитике больших массивов данных. Она просто была реально не нужна. На тот момент, 4 года назад, вообще мало у кого на рынке было большое количество информации, правильно собранной, правильно хранившейся, которую можно было анализировать. Например, мы общались с X5 Retail Group, это крупнейший ритейл, у которого что-то около 14 тысяч магазинов. У них сеть «Пятерочка», «Перекресток», гипермаркет «Карусель», и сейчас еще доставка. И когда мы пришли к ним в офис и спросили, типа, какая информация у вас есть, они нас отвели в какую-то каморку, где стояли серваки, и там системный администратор говорит, вот здесь вот есть 2 года «Пятерочки», вот здесь вот год «Перекрестка», «Карусель» вот здесь 2 года, 1 год как-то типа, испортилась база данных, там то ли стерлась, то ли еще что-то. Короче, это было порядка 14 терабайт данных, но оно было вообще не в структурированном виде как таковом. И чтобы начать с этим работать, необходимо было грамотно выстроить иерархию данных, там, построить какие-то OLAP-кубы, чтобы это хотя бы как-то можно было анализировать. То есть на тот момент наш продукт был вообще не нужен. И неважно было, насколько качественно или некачественно мы это оказывали. А мы как бы галлюцинировали на тот момент, что да, это всем нужно, это все круто будет, это прям поможет всем захватить рынок. И вот мы галлюцинировали. Мы галлюцинировали, что у клиента есть такая потребность, что он хочет, ждет нас и готов у нас покупать. Это была наша такая коллективная галлюцинация. На самом деле, как бы она не подтвердилась. Мы прошли ряд клиентов и поняли, что как бы не с чем работать на сегодняшний день, что данных нет, данные никак не накапливают, никак не обрабатывают. Условно, там есть эти вот базы данных, с которыми что-то надо делать, как бы, но клиент как бы не напрягается по этому поводу. Особенно ритейл. В ритейле очень хорошо работают различные схемы по манипулированию с ценами. Там, например, вот сетка «Магнит» есть, магазины «Магнит». Если по всей сети снизить стоимость на бананы на 1 рубль, всего лишь 1 рубль с килограмма, за день по всей сети продается на 100 тонн бананов больше. Вот, как бы такие простые вещи, которые они и так это понимали, они и так это видели, и им было достаточно как раз оперировать вот такими данными, такими закономерностями. Причины неудач у стартапов. На первом месте, как всегда, это, конечно же, отсутствие
потребности со стороны рынка в их услуге, в их продукте. Второе место — закончились деньги. Когда идет разработка продукта, еще не дошли до стадии, когда нужно продавать, но уже денег нет, и вот нужно что-то делать, и не получается. На третьем месте неправильная команда. Даже не в том дело, что неправильно, а в том, что в итоге не смогли, не сработались. Я еще консультирую две команды. МШУ Сколково, Московская школа управления Сколково. Там студенческие команды, магистратура, ребята делают стартапы. И у меня в одной команде прям назрел сильный конфликт, когда там реально там очень серьезный отбор был. Там из порядка 4000 человек отобрали 40 человек. Это таких лидеры, очень умные, компетентные, активные ребята. Вот, и из них потом внутри собрали команды по 5 человек, 8 команд. И вот у меня в команде в одной назрел конфликт, потому что, ну, звездная команда, они, каждый там звезда, SEO и готов там идти вперед с флагом, но на самом деле они как бы тянули в разные стороны проект. Пришлось отдельно там с коучами работать, чтобы собирать эту команду, чтобы она не развалилась. Конкуренты тоже не настолько редкая проблема, когда крупный конкурент может что-нибудь быстро запилить у себя в продукте и убить ваше какое-то конкурентное преимущество. Но остальные как бы не настолько важные. Вообще, КСДФ — это про то, что сначала мы изучаем проблему и потом только что-то делаем. Чем мы делаем, потом приходим к клиенту, клиент говорит: нет, нам это не надо. Бывает так, что приходишь, он говорит: нет, вот не так надо, а вот по-другому, и приходится переделывать. Все варианты плохие, поэтому необходимо очень хорошо понимать своего клиента, рынок и что вы делаете на этом рынке. Я всегда говорю и буду говорить, что пока нет продукта, можно его продавать. Я прям настаиваю на этом, и это неплохо. У меня знакомые стали делать стартап, умный домофон. Такой IP-домофон, по сути, меняется только табличка, панелька вот такая у входной двери в подъезде. В квартирах трубки все остаются те же самые. И эта панелька подключается к сети интернет. Каждый житель подъезда на телефон себе ставит мобильное приложение, и можно управлять домофоном через мобильное приложение. Можно открывать, закрывать, не знаю, там по видео посмотреть, кто пришел. Они пошли с таким, ну, сделали презентацию, и с этой презентации пошли по потенциальным клиентам. И сказали: смотрите, вот есть у нас такая разработка, ну, как бы она в работе, мы потом ее сделаем через полгода. Будет стоить 10 тысяч рублей. Вот такие у нее будут плюсы, такие конкурентные преимущества. Если хотите, по предоплате вы можете получить первые, когда у нас появятся. Ну, то есть сейчас заплатите, через полгода появится домофон, вы их получите. Если не хотите, вы можете подождать, но потом вы будете в очереди стоять на покупку этого домофона. Ну и плюс сейчас мы продаем эксклюзивные лицензии на этот домофон по городам. Не имея разработки, они собрали несколько десятков миллионов рублей. Один домофон — 10 тысяч рублей. По 3 странам, наверное, там Россия, Казахстан, Беларусь. И тем самым они подтвердили спрос, что действительно
это будет заходить на рынке, и это нужно клиентам. А клиенты подтвердили это деньгами, которые перевели по предоплате им на расчетный счет. Они собрали деньги и на эти деньги стали разрабатывать домофон. У них за полгода не получилось его сделать. Ну, то есть они сделали какую-то версию, у них были какие-то ошибки, но они пришли к своим клиентам и сказали: вот смотрите, вот есть первая версия домофона, тут еще звук плохой, еще что-то плохое, то не работает, это не работает. Типа, можете деньги сейчас забрать, можете подождать, там, через несколько месяцев мы доделаем. Естественно, никто деньги забирать не стал, потому что деньги и так заморожены были полгода. Смысл сейчас забирать и потом как бы в очередь вставать на этот домофон. Тем самым они как бы за год, даже больше года они делали этот домофон, сделали, стали устанавливать, все хорошо. И вот пошли таким путем, что изначально презентация вообще, идея проекта, презентация, и пошли по своим клиентам. Они пошли не по инвесторам с предложением, типа, хочешь вложиться в проект? Они пошли конкретно к своим клиентам и сказали: хотите получить первый этот домофон? Получите, но предоплата сейчас. Либо потом, но очередь, и не факт, что в вашем городе мы будем продавать, потому что, ну, кто-нибудь купит эксклюзивную лицензию. Такой вполне рабочий вариант. Работа с гипотезами. Мы изначально ставим гипотезу, и в любом акселераторе всегда работают с гипотезами. Вначале ставится какая-то гипотеза, и потом подтверждается, после чего только идет разработка. Изначально мы выдвигаем гипотезы о проблеме аудитории, что у нас есть определенная аудитория, у нее есть такая-то проблема. Потом мы подтверждаем эту проблему, мы выдвигаем гипотезу о решении, тестируем это решение, и только потом мы разрабатываем. Например, команда, которая делала в свое время, одна из первых, они сделали сервис по подписке кормов для домашних животных. Ну, там начинали они с того, что предположили, что есть целевая аудитория, у которой есть проблема. Целевая аудитория, которая заводит дорогих домашних животных, кошек либо собак. Эта целевая аудитория, у нее проблема в том, что когда какой-нибудь дорогой кот, он привык к определенным консервам, и если эти консервы заканчиваются, он есть что-то со стола не будет. И мясо он тоже есть не будет, даже хорошее мясо. С этой гипотезой они пошли по клиентам, с ними общаться, разговаривать. Ну, действительно ли так есть? На какой-то итерации это подтвердилось, оно подтвердилось даже там не у владельцев девушек, а у их там мужей, молодых людей, когда когда они стали рассказывать, что типа я еду домой уставший с работы, мне звонит моя дорогая и говорит: слушай, вот у Барсика кончилась консерва, заедь, купи. Как бы это не какой-нибудь там китикет, который продается в любом магазине. Это, ну, дорогой корм, за которым необходимо ехать куда-то там, в отдельный магазин. Вот, это их бесит, типа, почему бы нельзя вот решить это как-то. Они подтвердили тем самым проблему и выдвинули гипотезу о решении, что, допустим, сервис по подписке им зайдет. То есть они платят там 2000-3000 рублей в месяц, а курьер там раз в 2 недели привозит им упаковочку той еды, которую ест этот кот. Пошли с этим предложением к целевой аудитории, те сказали: да, прикольно, хотим попробовать. Они цену сделали дешевле, чем в магазине, потому что у них нет выставочных площадей, они за аренду не платят. Они сделали дешевле, потому что они покупают напрямую у поставщиков
со склада, это как бы еще дешевле, только там надбавка за счет курьера и за счет того, что они хотят заработать. С удовольствием это решение зашло, клиенты активно стали пользоваться, и они поняли, что да, действительно, вот подписка хорошо работает, делаем сайт, делаем сервис по подписке, на сайте можно выбрать корм и заказать подписку, там, ввести номер карты, и мы будем работать. Они были одни из первых такой интернет-магазин, кто запустил, и они заработали прям быстро, очень хорошо. Процесс Customer Development состоит из 4 блоков, этапов, по которым команде необходимо пройти. Первый – это поиск клиента. Мы должны четко понимать, кто наш клиент. Это обязательно, и наш клиент – это там, не женщины 25-35 лет, а, например, например, есть в Москве сервис аренды спортивных велосипедов Rentstation. Они сдают в аренду велосипеды для спортсменов-любителей, которые занимаются триатлоном и велосипедным спортом. У них целевая аудитория – это молодые люди, которые, скорее всего, снимают квартиру в Москве, у которых на данный момент там, по доходу нет денег на новый свой велосипед, который стоит порядка там, 500 тысяч рублей, которые, скорее всего, на один сезон захотят взять в аренду. И то есть вот таких параметров достаточно много, и складывается полная картинка, кто этот человек и как его находить, чтобы не бить из пушки по воробьям и четко понимать, как мы к нему придем. То есть у нас не все владельцы домашних животных наши клиенты, а те, кто покупают у заводчиков дорогие, редкие породы. Мы понимаем, какие это породы, мы понимаем, мы можем найти тех заводчиков, мы можем там договориться с заводчиками, что что мы разместим, например, информацию о себе у них, а не у нас, что мы будем ловить там где-нибудь на подходе к заводчикам там в виде плаката, либо еще что-то, либо там по запросу купить, не знаю, там собаку бишон, породы бишон. И по этому запросу мы также будем показывать, что есть у нас доставка корма для вашего животного. Зная эти параметры, мы можем точечно, прям, чтобы была выше конверсия, отрабатывать. Второй этап – проверка клиентов. То есть мы поняли, кто наша целевая аудитория, мы знаем, как их найти, где их найти, мы идем к ним и проверяем, действительно общаемся, так это или не так, или мы галлюцинируем. Далее идет создание потребителя. Мы должны сделать так, чтобы из потенциального клиента он начал нам платить деньги. То есть либо мы предлагаем какое-то ценностное предложение, типа через полгода домофон, но вы первый купите его, и он нам платит. Либо же какой-то ручной MVP. Вот у меня другая команда, они делают агрегатор мощностей текстильной промышленности. То есть есть, с одной стороны, фабрики, текстильщики, там, швеи, с другой стороны, есть начинающие дизайнеры одежды. И вот, допустим, там дизайнер нарисовал какой-то там костюм и хочет там сшить там 50 таких костюмов. И в данный момент времени он не знает, куда идти. А у фабрики в любой момент времени, скорее всего, есть свободные мощности. И вот этот вот такой Тиндер для текстильной промышленности они сделали. Типа, дизайнеру приходите к нам, мы вам подберем правильное производство.
А производству говорят, мы вам приведем дополнительных клиентов. И как раз вот первое создание потребителя, первая версия MVP у них, когда они знают там какой-то ряд производств, они находят дизайнеров и предлагают им эту услугу. Типа, если нужно, мы вам подберем. И вручную они там берут, везут, показывают все. То есть у них даже ни сайта нет, ничего, просто есть какой-то там список в Варде этих там фабрик. Вот так они создают своего потребителя сейчас. И следующий этап – это построение компании, когда мы понимаем, а, кто наша целевая аудитория, за что они платить готовы и платят нам, и мы начинаем уже выстраивать все процессы и пытаться продавать через каналы, чтобы это было системно, это было повторяемо, это было постоянно. На первом этапе, когда вы определяете, кто ваша целевая аудитория, необходимо также смотреть на сегменты. То есть у вас может быть там несколько целевых аудиторий, ну, то есть она одна, но как бы внутри там несколько сегментов. Например, одна компания сделали продукт. Ну, они пошли также по Каздеву, вначале проанализировали проблему. Суть в том, проблема была, что люди, когда уходят из дома на работу или на учебу, могут после где-нибудь там, отойдя от дома там или отъехав, вспомнить, что они, возможно, не выключили утюг. Таких людей много, параноиков, и они на этом решили заработать. Они заказали детали в Китае, сделали умную розетку, которую можно управлять через телефон, через Wi-Fi, и попробовали ее продавать. Розетка стоила у них 2500 рублей, и они знали свою аудиторию, знали, кто это, как бы нашли их изначально, и попытались продавать. Естественно, никто не покупал, как у меня во всех примерах будет. Но самое интересное, как бы, почему они не покупали у них розетку? Почему клиенты не хотели покупать? Дело в том, что за 2500 рублей можно уже купить утюг, который будет автоматически выключаться, если там простоял там, 5 минут, его не двигали. То есть они прошли проблемное интервью, но на решенческом они не подтвердили. То есть там проблему выявили, проблема есть. Когда пошли подтверждать решение, не подтвердилось. Тогда они стали думать, да, вопрос какой-то или просто микрофон. И они стали думать, куда эту розетку продать. Нашли сегмент, интересный сегмент, это люди, у которых есть дача, дача далеко, необходимо полить там, помидоры, огурцы, ехать ради этого на дачу не хочется. И условно там, если мы ставим простой насос, который там включил в розетку, работает, выключил, не работает, он стоит там, ну, грубо говоря, там 10 тысяч рублей. Если мы говорим про насос, которым можно там управлять дистанционно с телефона, он стоит там 1100. Ну, это грубо говоря сейчас. И они предложили этой целевой аудитории решение. Говорит, вы простой насос купите, включите в нашу розетку и будете через телефон управлять. Там будет условно стоить там, чуть больше 10 тысяч рублей. Экономия в разы. Но так как это дача, так как там влажность, температура падает, поднимается, то мы сделали розетку другой версии, там типа какие-то усиленные элементы, то она будет стоить у нас 5000 рублей. На самом деле они ничего не делали, просто корпус розетки поменяли, сделали там серую розетку, типа чтобы она выглядела, как будто бы она там для промышленных помещений подходит. И по факту получилось, что там стали покупать.
Типа один сегмент не покупает, второй сегмент покупает. Один сегмент большой, интересный нам, но он там не зашло, хоть и цена в 2 раза ниже. А второй сегмент датчики, цена в 2 раза выше, но сегмент меньше по количеству клиентов. И мы должны как бы изначально понимать все наши клиенты, все сегменты, где у нас есть клиент, и понимать, как он там в этом сегменте живет. Потому что как бы продукт один, ну, разработка одна, а упакованные продукты разные могут быть с этой разработкой. А изначально те сегменты, которые мы поставим как те потенциальные клиенты, с кем мы хотим работать, это все-таки тоже гипотеза. Ну, там, мы считаем, что там есть большой сегмент, кто будет розетки покупать дома, ставить для утюга. Гипотеза, она не подтвердилась. Ну, как бы клиенты есть, но там не заходит. И в процессе работы эти сегменты, они меняются, они пропадают, они дополняются. И, по сути, вот даже у меня в бизнесе там постоянно что-нибудь новенькое появляется. Типа там сформировался один сегмент фармкомпании. Фармкомпании, которые среднего размера, у которых еще нет своего большого аналитического отдела, но они уже накапливают информацию и хотят знать больше о своих потенциальных клиентах. И не мелкие, которые еще, им вообще еще не до этого. У них денег на это нет. А изначально мы работали с ритейлом. А далее вы формулируете ценностное предложение для каждого сегмента и идете с ними общаться, чтобы подтвердить, либо уточнить, либо ну, просто опровергнуть гипотезу. И это тоже нормально. То есть это хорошо, когда при общении с клиентом вы понимаете, что там проблемы нет, и клиент не готов за это платить. В процессе интервью, возможно, вы можете найти новые сегменты. Тоже такое бывает. То есть вначале мы делаем ценностное предложение, что кому мы хотим продавать и какая проблема у него есть. Далее мы идем, подтверждаем проблему, смотрим на нашу экономику. Ну, то есть людей, кто боится, что не выключил утюг, их много. Ну, мы там провели какое-то исследование, мы понимаем, что на выборке это там 10-15%. Примерно подсчитываем рынок и понимаем, интересно нам или неинтересно. Далее делаем MVP, минимальный жизнеспособный продукт. MVP может быть ручным, это абсолютно нормально. Это может быть чат-бот в Телеграме, это может быть просто группа в WhatsApp, группа в соцсетях. Ну, то есть это любое решение, которое позволит вам протестировать решение какое-то, ваш продукт. Вы подтверждаете решение и продаете. Если продажа совершается на этапе подтверждения проблемы, это очень хорошо. Следовательно, это стопроцентная гарантия, что у вас есть клиенты, которые готовы покупать. И как бы, если вы четко понимаете, что действительно вы делаете крутую штуку, попробуйте сделать продажу на этапе подтверждения проблем. Ну, вы продаете там возможность первому использовать этот продукт или услугу. Вы продаете какие-то льготные условия на подписку этого сервиса, либо еще что-то. Абсолютно нормальная ситуация. Когда мы подтверждаем, проверяем проблему, изучаем клиента, у нас есть ряд инструментов. Ну и на следующих этапах тоже. Но на каждом этапе есть свои инструменты. На этапе, когда мы хотим понять проблему, это проблемное интервью, экспертное интервью, какие-то опросы, либо такие быстрые смоук-тесты.
Здесь, наверное, ключевое — это все-таки проблемное интервью, когда вы глубоко можете что-то изучить. С экспертным интервью я был бы очень осторожен, потому что ну, мир меняется, рынок меняется. Эксперты, которые были там 5-10 лет назад экспертами, сейчас они могут уже потерять свою компетенцию, они не ориентироваться в ситуации, которая сейчас происходит. Этап, когда из проблемы у нас возникает решение, это такое первая версия MVP, вот что я рассказывал, там, да хоть чат-бот в Телеграме, абсолютно нормально. Там одна команда придумала сервис, который помогает собирать деньги в компаниях на дни рождения. И они сделали чат-бот. Там создается группа, чат-бот запускается, и чат-бот там контролирует, кто сдал, кто не сдал деньги, и там каждый день там публикует список. Типа вот эти люди сдали деньги на день рождения, а вот эти люди не сдали. Ну и там всякие фишечки такие у них есть, типа а, около людей, которые не сдали, есть там смайлик такой в виде этой какашки. Очень хорошо работает. Они собрали там несколько сотен тысяч уже на подарки. Через них покупаются подарки, и они просто получают там кэшбэк от продавцов. То есть на этом зарабатывают. Решенческое интервью. Решенческое интервью, оно вот по сути там с презентацией пришел, показываешь и говоришь, вот это будет выглядеть вот так, работать будет вот так, вот так. Будет домофон, будет панелька внизу меняться, мобильное приложение устанавливаться и плюс вот такой набор функционала. И вы смотрите, насколько это заходит, не заходит и как клиент реагирует. А также какие-то опросы. Мы вообще с опросами не работаем, потому что там очень сильно влияет непосредственно человек, который задает вопросы и как он задает вопросы. То есть статистически это сложно. Качественно провести там исследование уже проще, можно там изучать то, что клиент нам рассказывает. А также лендинг-пейдж. Вы делаете там страничку за вечер, пускаете на нее трафик, и вы смотрите, насколько люди хорошо реагируют на ваше решение. Оставляют контакт, не оставляют. Главное, call to action. Добавьте на сайт, типа, оставьте контакт, мы вам позвоним, подробно расскажем, что мы делаем. И вы смотрите, 1000 человек зашли на ваш сайт, какая конверсия тех, кто оставили контакт. И уже начинаете работать с этими цифрами. И понимаете, хорошо или нехорошо. Следующий этап, когда у нас появляется продукт, это уже такая бета-MVP, у нас рабочий продукт, который тестируется на какой-то аудитории. Здесь мы смотрим на уже разные продуктовые метрики, типа retention, activation, типа 10 человек у нас начали тестировать продукт, использовать, из них 8, например, вернулись и сказали, да, мы хотим использовать, пользоваться вашим продуктом. И по этим метрикам вы понимаете уже, насколько правильно выстроен ваш продукт. Или как бы он не заходит покупателям. То есть вы изначально это проверили проблему, проблема есть, вы провели решенческое интервью, решение вроде заходит, и когда человек уже начинает пользоваться, ну то есть там вроде как на картинке домофон прикольный, а когда начинаешь пользоваться, там звук тихий, мобильное приложение глючит, либо еще что-то. И вот уже по продуктовым метрикам вы оцениваете, насколько вы правильно сделали решение. Ну и когда вы строите компанию, вы уже работаете в каналах, вы уже смотрите на такие бизнесовые метрики типа LTV, сколько человек, один пользователь вам приносит за срок жизни денег, различная стоимость привлечения клиентов в каналах и выстраивание полностью всей экономики, юнит-экономики. Когда вы проводите и общаетесь с клиентом,
то необходимо сопереживать его опыту, чтобы а, действительно было качественное общение, и вы получили как можно больше информации. Наблюдайте за пользователями и их поведением в контексте, вообще в ситуации в их жизни, там, условно. А как вы там последний раз заказывали корм домашнему животному? Или там, покажите там, например, как вы покупаете билеты на самолет или тур вот прямо сейчас с телефона или с компьютера, там, куда вы пойдете, как вы будете заказывать. Чаще спрашивайте, почему человек поступает так или иначе. И действительно просите, чтобы там, ну, смотря что, конечно, но чтобы человек показал вам, как вот он совершает действия. S7 авиакомпания, они постоянно что-то улучшают и достаточно хорошо это делают. Я у них в какое-то время был в тест-группе, когда они новые продукты тестировали. И там приглашают к себе в офис, попить чай, кофе и спрашивают, типа, а как вы покупаете билеты? Я говорю, ну, и вот я захожу на сайт и покупаю. Они такие, все ли нравится? Я говорю, да, вроде все нравится, все хорошо. Они такие, а вот компьютер стоит, давайте вот сейчас вы купите билет, там, Москва, Новосибирск, там, Якутск. И смотрят, как я там, и записывают, главное, там специальная система, которая записывает все, что происходит на ноутбуке, где я торможу, где я там несколько секунд лишних трачу, чтобы найти там что-то нажать, какую-то галочку. И потом, исходя из этого, они уже понимают, действительно ли так хорошо, как я рассказывал, что действительно сайт у них прям огонь, и все мне нравится. Либо же все-таки где-то есть косяки, на которые осознанно я не обращаю внимания, но где-то на подсознании вот я туплю. У нас есть 3 вида интервью. Обычно сценарное и проблемное оно вместе проходит. Сценарное вообще нам надо понять, в какой момент времени наш пользователь сталкивается с проблемой. То есть, если мы там делаем робота, который там моет окно, то мы должны понять, в какой момент времени у него возникнет мысль, что ему нужно помыть окно, и что возникает задача, которую он хочет решить. Ну, это, наверное, там весна, осень, как раз эти периоды, когда нам лучше ловить. Ну, то есть там зимой, в декабре нам ловить людей и предлагать им робота, который будет им мыть окна, наверное, нет смысла. Когда мы понимаем его путь, какой он проходит и где он сталкивается с проблемой, мы уже пытаемся дальше изучить эту проблему. Мы ставим гипотезу, что у него она существует, и уже начинаем с ними, с клиентами общаться. В контексте типа: расскажите, как вы последний раз мыли окна, что делали, вот прям по шагам. Там набирали воду в ведро, тряпку, какую тряпку. Когда у нас есть понимание, что действительно проблема существует, клиент об этом рассказывает, и он сталкивается, и разные клиенты потенциальные, ваша целевая аудитория это подтверждают, тогда действительно проблема есть. Далее мы делаем решенческое интервью, проводим, когда пытаемся понять, вот наш продукт решает проблему пользователя и насколько ему продукт заходит по той цене, по тем условиям, которые мы предлагаем. Главная задача выяснить у клиентов, что у них реально болит. И выяснить сегменты целевой аудитории, у которых есть повторяющиеся ситуации. То есть это не разово когда-то возникла проблема, а что это действительно там регулярно, там раз в месяц, раз в 2 недели, либо еще когда-то проблема есть. Например, ребята сделали систему, которая позволяет проанализировать изображение и на выходе сказать, в графическом редакторе это изображение обрабатывалось или нет.
Они вначале предполагали, была гипотеза, что такая система нужна людям, которые занимаются обработкой фотографий, это фотографы, ретушеры, какие-то дизайнеры, возможно. И смело пилили этот продукт. Сделали систему, пошли продавать. Естественно, как во всех моих кейсах, у них не покупают, потому что дизайнеры и ретушеры, они даже не понимают, для чего им такая система. Типа, ну ок, ну обрабатывалось, ну или не обрабатывалось, да фиг знает зачем. И пытались продавать как SaaS-сервис там по $1 за месяц использования. Ну, то есть дешево достаточно. А, После чего стала проблема у них, что ну, необходимо найти клиента своего. И они нашли сегмент, который действительно у кого есть боль. Это страховые компании, которые сталкиваются с мошенниками. Человек, там, у него есть дорогая машина, случайно куда-то врезается, он хочет мошенническим образом там, застраховать машину по каско задним числом и получить возмещение. И так он находит какого-нибудь там страхового агента, договаривается с ним, они там делают фотографии, редактируют их и загружают в систему. Это регулярная боль, с которой сталкиваются многие страховые компании, ну, на тот момент сталкивались. И есть даже официальная статистика, что страховые компании на этом теряют где-то в год от 20 миллионов рублей. Когда к ним пришли, к страховым компаниям, сказали, смотрите, вот есть такая система, вы туда будете загружать все фотографии, а система будет говорить, редактировалась фотография или нет. И это позволит вам сэкономить там, от 20 миллионов рублей. И они, конечно же, согласились, они сказали, да, нам это надо, это круто, мы хотим использовать. И там даже за более высокую стоимость они тут же согласились. То есть у нас там есть разные сегменты целевой аудитории. Кто-то там и дешево не покупает, а кто-то дорого покупает. То есть у кого как болит. Ну, как бы это такие скорее редкие случаи, когда действительно получилось что-то продать. Чаще всего там в 95, наверное, процентах случаев, когда продукт уже никому не нужен и не смогли найти покупателя своего. Проблемам интервью вначале необходимо вызвать интерес собеседника, ну, чтобы он с вами не общался на отвали, чтобы качественно пройти это интервью. Необходимо расспросить его о ситуации, цели, которую он хочет достичь, проблемах, возникающих на пути к цели. Обязательно зафиксировать все результаты, которые вы получили в интервью. Это поможет вам в дальнейшем правильно проанализировать и понять, там, допустим, вы там опросили 100 человек, из 100 человек там каждый пятый подтверждает проблему. То есть 20% на выборке, хорошо нам это или плохо, хватит нам или не хватит, чтобы сошлась экономика. Чтобы собеседнику вашему было интересно с вами общаться, необходимо вначале дать какую-то ему надежду, что вы поможете ему с этой проблемой, решить ее. Клиент должен осознавать проблему и поверить, что ее вообще теоретически можно решить. Далее, когда уже вы познакомились и все хорошо, вы выстраиваете основной процесс интервью. Не бойтесь выкидывать какие-то плохие идеи. Ну, то есть вы опрашиваете, если там какое-то количество людей вам говорят, что не-не-не, вот там все нормально, типа там у нас не болит. Ну, то есть откидывайте это. Необходимо задавать правильные вопросы. Как я говорил уже, ключевое фиксировать результат. Стройте портреты вашего клиента.
То есть, когда вы опрашиваете, вы общаетесь, вы должны понимать там, что у него там, какими характеристиками он обладает, чтобы понимать, где его там подобных ему дальше искать и как их искать. Работайте со вторым рукопожатием. Например, если вы нашли человека, у кого есть собака корги, то, скорее всего, у этого человека будет еще ряд знакомых, у кого есть собака корги. Ну, это прям по-любому. А, Когда вы еще не подтвердили проблему, не надо продавать. То есть продавать, пытаться надо, когда вы уже понимаете, что действительно там проблема есть. То есть это такой в конце проблемного интервью попытка продажи. Собирайте какие-то инсайты по рынку, по проблеме. Часто ваши потенциальные клиенты, они вам могут рассказать очень много интересного. И, конечно же, такое активное слушание. Слушайте, не пытайтесь убедить вашего потенциального клиента, что у него есть проблема. Часто бывает, когда там сделают продукт, потом идут, пытаются продать и говорят, типа, покупай. Он такой, нет, не буду. Мне это не нужно. Он говорит, да ты не понимаешь, у тебя действительно есть проблема, и это тебе поможет. Так делать не надо. Обычно спрашивают, сколько необходимо провести интервью, чтобы точно понимать, есть проблема или нет. Если вы сможете предугадывать какую-то повторяющуюся ситуацию с определенной регулярностью, тогда вы уже четко понимаете, что вот есть сегмент, и в нем есть с чем работать. Где-то это может быть 10 человек, где-то 50, где-то 100. То есть нет такого ответа, что в B2C, если 100 интервью провел, значит точно все хорошо. Возможно, вы неправильно выбрали целевую аудиторию, возможно, вы неправильно задаете вопрос, возможно, вы неправильно формулируете ценностное предложение. Проблем может быть разных много, и поэтому необходимо отслеживать такой косвенный все-таки показатель, можете ли вы предугадывать вот эти паттерны или нет. Там, ага, сейчас человек, скорее всего, вот про это расскажет. Нам интервью дает непосредственный контакт с клиентом, пользователем, который, скорее всего, если вы подтверждаете проблему и решение, скорее всего, станет вашим клиентом. Ну, то есть вы провели там 200 интервью, 50 человек подтвердили, что у них есть проблема. Вы пошли делать продукт, и после того, как ваш продукт готов, в первую очередь, куда вы пойдете его продавать? Конечно же, к этим 50 клиентам, которые подтвердили, что у них действительно есть проблема. В интервью вы получаете реальные факты с рынка, а не какие-то догадки, галлюцинации. То есть вы реально там понимаете, что проблема есть или проблемы нет. Важный момент, вы получаете формулировку проблемы и боли именно словами пользователя. Как он ее описывает, какими словами. В дальнейшем эти слова, предложения, словосочетания, они могут лечь в рекламные кампании, которые вы будете запускать, чтобы вы общались на одном языке с клиентом и могли подтверждать продажами рынок. Ну и вы получаете валидацию своих клиентских сегментов. То есть вы изначально определили, что у вас 5 сегментов, с которыми вы хотите работать. Какие-то сегменты подтверждаются, какие-то нет. Абсолютно нормально. Есть такой тест для мамы. С ним надо очень аккуратно быть. Вообще любое проблемное интервью или решенческое интервью, или вообще просто разговор о проекте с человеком, с которым у вас есть какая-то эмоциональная связь, это там родственник,
близкий человек, друг, знакомый, а, скорее всего, даст неверное понимание, что происходит на рынке, интервью с таким человеком, потому что вот эта эмоциональная связь, она дает определенный эффект на то, что говорит вам человек. Поэтому проблемное интервью чаще всего надо проводить вообще с незнакомыми людьми. Необходимо понимать, что люди обманывают, но это неумышленно. Вам от этого не легче, конечно, что это неумышленно происходит, но действительно необходимо а, понимать, что люди всегда хотят казаться лучше. И если мы что-то спрашиваем, то если мы что-то спрашиваем, то мы всегда это должны пропускать через такой скептическую призму, типа, а это действительно так или нет? Ну, то есть, там, не знаю, когда я снимал там квартиру в Москве, а, на 15 этаже, и, ребят, выключите микрофон. И у владельцев, там владельца квартиры спросил, подойдя к окну, я говорю, слушайте, а вы давно мыли окно? Ну, мне было принципиально понимать вообще, там вот есть определенный слой пыли, я хотел понимать, там, это район грязный или окно давно не мыли? Вот, и там супруга владельца квартиры такая, типа, да нет, да вот я вот там неделю назад буквально все отмывала. На что ей муж там и говорит, типа, во-первых, не неделю назад, там 3 месяца назад, а во-вторых, не ты, а я. Вот. Ну, то есть, как бы, она же не хотела обмануть, она просто хотела выглядеть лучше. И это нормально. Нормальная ситуация, к которой нужно быть готовым. Необходимо уклоняться от различной болтовни и каких-то идей, которые начинают там возникать у вашего клиента. Он также может галлюцинировать и говорить, а лучше вот может быть вот так сделать. Это нужно фиксировать и к этому очень аккуратно относиться. Комплименты тоже, от этого нужно уклоняться. И для нас эксперт – это тот, кто построил уже бизнес в этой сфере, а не тот, ну там условно, не знаю, там, если мы говорим про такси, то для нас эксперт – это Арсен Томский, а не водитель такси. Арсена можно слушать, водителя такси как бы очень аккуратно. Ключевой момент – нам нужен платежеспособный спрос. Часто сталкиваюсь с идеями там, разработать там какую-нибудь систему и продать куда-нибудь там в муниципалитеты, в села, в деревни, где там нет ну там сталкивался с одним вот недавно проектом, делают юридическую систему для муниципалитетов, для сел, где нет денег на должность юриста. Типа вот на юриста нет денег, а наша система будет пользоваться. Тоже очень так аккуратно к этому надо подходить, потому что если у них нет денег на одно, то и вообще как бы ваша система будет тоже у них не в приоритете. И нужен нам постоянный спрос. То есть да, мы нашли сегмент, где там дачники за 100 километров хотят выращивать помидоры и огурцы. Но насколько их много? И там стоит ли игра свеч, что мы там 1000 изделий продадим и на этом все. Потому что мы весь рынок захватим. Неправильные вопросы. Что вы думаете про нашу идею? Нравится ли вам продукт? Сколько вы готовы заплатить? Подобные вопросы вам ничего не дадут. Скорее всего, даже клиент будет лукавить,
Ну, там, что вы думаете про нашу идею? Да, идея огонь, давай, дерзай, делай. Ну, то есть, а потом, когда вы приходите к нему уже там через 2-3 месяца, типа, купишь? Он такой, не куплю. Ну, идея огонь. Там, нравится ли вам продукт? Вам наш продукт? Не знаю, только какой-нибудь там показатель, правильно посчитанный NPS, может дать качественную обратную связь на большой аудитории. Сколько вы готовы заплатить? Чем меньше, тем лучше. А так мы когда посчитали, посмотрели там конкурентные товары, услуги, сколько стоят, мы примерно посчитали, сколько мы экономим нашему клиенту денег, решая проблему. Исходя из этого, мы сами формируем стоимость, и уже потом с этой стоимостью к нему приходим. И говорим, вот решение, продукт стоит столько-то. Правильные вопросы. Там, расскажите, как вы сталкиваетесь с такой-то проблемой, как ее решаете. Например, это было неделю назад, вот там вы покупали билет на самолет, расскажите, вот, или вы выбирали там тур куда-нибудь там в теплую страну. Расскажите, как это произошло, как происходило там. Вы там дома там с семьей согласовали вначале все, потом начали выбирать вместе, либо там вначале там супруга выбирает, вы согласовываете, либо еще как-то. Либо вы позвонили в турагентство и попросили вам подобрать по определенным характеристикам. Если мы про B2B, то да, действительно, сколько денег вы теряете из-за нерешенной этой проблемы. Там, если у вас нет системы, которая там, в которой учитываются там ваши все документы, там, не знаю, там, системы склад, системы архив у вас нет, то к каким проблемам это привело? Там, вот мы потеряли документы в прошлый раз, и мы попали из-за этого на 10 миллионов рублей. Или там было административное нарушение, там, нас оштрафовали. Там, есть ли бюджет на это направление, если мы про B2B? И ключевой, конечно, с кем порекомендуете пообщаться еще? Кому, может быть, это может интересно, кто также может сталкиваться с этой проблемой. Как находить собеседников? Вообще соцсети рулят, мне кажется. Там, если вы активно ведете соцсети, то запросы типа «а познакомьте меня с людьми, у кого есть салон красоты», там обычно дает сразу же там десяток контактов. Или там, если вы найдете в LinkedIn эти контакты и в холодную им можете написать, то какой-то процент все равно вам ответит, и вы с ним сможете пообщаться. Не обязательно упоминать, что вы начинающий бизнесмен. Я вот в Московской школе управления, я своих студентов особо как бы упоминал этот момент, что не говорите, что вы студенты. Говорите, что вы делаете там дополнительное направление в бизнесе, строите. И вот хотите понять лучше, как здесь что происходит. Лендинг-пейдж – хорошая история, но надо понимать, что это больше такой инструмент накапливать контакты, которые в дальнейшем вы будете использовать. То есть вы собрали там 50 имейлов и пошли там, связались с ними и пошли с ними пообщались. Изучили глубже их проблематику. Только ради этого. На этапе проблемного интервью. На этапе продаж, как бы да, тоже как бы это все хорошо, там можно заказы собирать. Хорошо заходит проводить какие-то обучающие семинары, выступать на конференциях. Действительно, появляется очень много релевантных контактов, необходимых контактов. Можно там через университеты, там, через каких-то инвесторов работать. Вот у нас хорошо заходит, мы, например, можем там, периодически проводим бизнес-завтраки, бизнес-ужины.
Мы, допустим, понимаем, что нам надо пообщаться с 10 компаниями. Мы выбираем эти компании, смотрим в этой компании конкретного человека, кто нам нужен. Но в нашем случае это чаще всего директор по маркетингу. Найти информацию, кто директор по маркетингу там, в средней фармкомпании, несложно. Находим их, связываемся с ними и приглашаем на закрытый бизнес-завтрак на какую-то тему. Типа с нас кофе, печеньки, приходите, это закрытое мероприятие, только вас зовем. Из 10 человек 9 обычно соглашаются прийти. Мы зовем их, потом на бизнес-завтраке начинаем обсуждать какую-то тему, вкидываем какую-то информацию и смотрим, слушаем, что они говорят. Обычно на таких мероприятиях, как минимум, мы получаем очень много инсайтов с рынка, мы понимаем, что у них, как происходит. Обычно даже получаем 1-2 клиента оттуда. Но как бы завтрака нет, но с бизнес-ужина мы часто получаем клиентов. И поэтому мы можем как бы делать определенные расходы на такие мероприятия. Хорошо работает, рекомендую. Одна компания вообще, им необходимо было понять, как на рынке лизинга происходит решение определенной проблемы. И рынок лизинга только появлялся в России, он как бы зарождался уже, как бы работал. И зайти в компанию, просто провести интервью было крайне сложно. И тогда они взяли, опубликовали вакансию, типа необходим директор по развитию в новую лизинговую компанию с опытом работы. Там к ним откликнулось определенное количество людей. Они их позвали на интервью, собеседование, задавали вопросы типа: расскажите, с какими проблемами вы сталкивались на прошлой работе, а вот сталкивались ли вы вот с этой проблемой, а как вы ее решали, а как вообще решалась эта проблема у вас в компании. Они получили огромное количество информации, релевантной информации, и после этого они понимали, после всех этих интервью, они четко понимали, как и что происходит в лизинговых компаниях. По презентации у меня, наверное, все. У нас есть еще там, минут 15. Давайте по вопросам, по вашим, поговорим. Можете рассказать, что делаете, какой проект. Я дам обратную связь по проекту. Как двигаться, куда двигаться. Давайте смелее. Не упускайте шанс. Так, давайте к вопросам переходить. Да, у кого есть вопросы? Так, можно вопрос, да? Конечно. Так, это Александр Мянин. Ну, правда, не совсем проект, с которым собираюсь дальше участвовать, но вот вы работали с проектами в области въездного туризма. Насколько он перспективен, особенно у нас в Якутии? Мы анализировали рынок туризма сейчас в период карантина, и мы считаем, наша компания считает, что в ближайшие 1,5-2 года любой туризм в России будет очень активно развиваться. Даже когда границы откроют, останется определенный страх, и многие не будут выезжать куда-то за границу, а будут искать разные места отдыха в России. Я в Якутске был, наверное, раз 25-30 уже. Раз 5, наверное, я был на реках Якутии на рыбалке. И считаю, что как бы базово
природа самая лучшая в России, и перспективы развития туризма в Якутии, они очень высоки. Ключевой момент – это сервис, который необходимо в ближайшее время как-то обеспечить. Поэтому перспективы туризма в Якутии прям очень хорошие. Так, и в связи с этим тогда еще один вопрос. Хорошо, что так в чем-то совпадаем. Раз так часто бывали, наверное, про наш проект создания аналога Северного Париж-Дакара слышали, не слышали? Не слышал. Ну, хорошо, на эту тему тогда попозже, потому что в свое время, в 2006 году даже, ребята с Гонконга пытались поддержать, потом большой кризис 2008 года, ну и сейчас так. Мгм. Вяло текущий продолжается, хотелось бы посоветоваться на эту тему. Но это потом в рабочем порядке. Хорошо. Все, спасибо. Так, давайте активнее. У кого еще есть вопросы? Все знают, как делать. Можно, да, вопрос один задать? Конечно. Меня зовут Виктор. В своей работе вы какими пользуетесь сервисами для КЗ? Там, допустим, там Trello, еще какие-то там. Как вообще вы ведете там аналитику? В чем свои метрики ваши заключаются? Где у вас все общение проходит с командой? Ну, более вот такой вопрос интересный. Взаимодействие Смотрите, внутри и что вы используете? у нас ряд инструментов, которые мы используем. У нас порядка 100 источников разных данных. Мы используем для общения, для задач и Trello, и Airtable. Для там, визуализации какой-нибудь BI мы используем Tableau, французскую систему. Основной сервак на SQL с данными находится. И, как ни странно, наверное, ключевые инструменты – это Google Доки, таблички различные, документы различные. Все там, все доступно, что с телефона, с любой точки мира, что с ноутбука, с iPad, с планшета. Очень удобно, поэтому Google Doc – это прям круто. Так, был вопрос в чате YouTube об индивидуальных разборах бизнеса. Это про что, Айлан? Так. Не совсем уверен сейчас. Про индивидуальные консультации, наверное. Наверное, Айлан, к тебе вопрос. Да, конечно. Ну, просто Так, напишите, не да. знаю, в Фейсбуке, либо еще Что где-нибудь. тут, да, что-то ответить. Можно, наверное, написать Стасу лично, а также, ну, Стас у нас является ментором, да, как говорилось. Если вы планируете, например, в акселератор попасть, да, в 8, то Стас может стать вашим ментором. Прорекламировал B8. Да. Молодец. Так. Если вопросов нету, то спасибо тебе большое, Стас, за лекцию. Вам спасибо. Да, почту, наверное, твою передадим тем, у кого остались вопросы. Да, конечно. Да. Без проблем. Так, участникам тогда встретимся в 4:30. Следующая лекция у нас будет от Сколково. Называется «Фонд Сколково и как стать его участником». Спикером выступит Екатерина Демидова. Все, тогда пока я отключаюсь. Стас, пока. Да, пока. Тут вопрос, Стас может стать ментором? Стас может стать ментором.
Всем спасибо, всем удачи, пока.
Здравствуйте, всех рада видеть. Григорий, как у вас? Зелено на заднем фоне. Да, это береза. Отлично. Так, я предлагаю, я так понимаю, ждем еще кого-то 2 минуты, правильно? Или можем А, начинать? ну, в принципе, можем начать, и остальные подключатся. Мгм. Хорошо, коллеги. Тогда я предлагаю построить нашу встречу каким образом? Я вам расскажу о том, что же такое фонд Сколково, какие меры поддержки он предоставляет для технологических компаний и как возможно стать участником проекта Сколково. Итак, что же такое вообще фонд Сколково, как он создавался и для чего? 10 лет назад, в этом году как раз фонду исполняется 10 лет, правительство Российской Федерации приняло решение о том, что необходимо создать экосистему, в которой будут создаваться и расти новые технологические компании, куда будут приходить ученые для своих проектов, где будут создаваться новые высокотехнологичные рабочие места, и будет приходить талантливая молодежь. Соответственно, было принято решение о создании фонда Сколково, инновационного центра Сколково. И миссия– это создание экосистемы, в которой будет развиваться предпринимательство и исследования в следующих направлениях. Это энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии, биомедицинские технологии и IT-технологии. Это как раз-таки направление кластеров, которые есть на данный момент в фонде Сколково. Что же из себя представляет так называемая наша экосистема? Она состоит из 4 китов, как мы их называем, таких основ наших. Прежде всего, конечно же, это участники наши. У меня данные приведены по результатам 2019 года. Недавно наши участники сдали нам годовую отчетность, и на основании этой отчетности как раз-таки у меня приведены данные. За 2019 год, по состоянию на 2019 год, у нас было аккредитованных, прошедших экспертизу и получивших статус участника Сколково 2248 компаний. Все эти компании могут, основное наше требование и основное наше правило, что эти компании могут заниматься только одним видом деятельности– это неокром и коммерциализация этого неокра. Никакие второстепенные дополнительные виды деятельности не допускаются. Поэтому выручка более 100 миллиардов, которые показали эти компании за 2019 год, это действительно хорошая выручка для компаний, которые занимаются только исследованиями и коммерциализацией этих исследований. В этих компаниях работает около 37 тысяч человек, и то есть если вы посмотрите, там просто возьмете калькулятор и разделите количество рабочих мест на количество участников, то вы поймете, что все эти компании достаточно небольшие, то есть, ну, в среднем в компании работает 5, 10, 15 человек. Да, есть компании более крупные, но в основном своем это действительно небольшие стартапы, которые заходят в фонд на начальной стадии своего развития. И такой момент, которым мы гордимся, это количество международных патентов у наших участников. Их по состоянию на 2019 год было 205 штук. Если мы говорим о российских патентах, то это более 1500. Тоже достаточно такие весомые цифры. Ну и если говорить об инвестициях, которые привлекли участники за 2019 год, то это цифра около 14 миллиардов. Тоже достаточно такая весомая. Перейдем опять же к привлечению инвестиций. Следующий такой блок наш большой в экосистеме– это инвесторы. Все мы понимаем, что на определенном этапе любая компания сталкивается с тем, что ей необходимо привлекать инвестиции в свой проект. Каким образом мы решаем данный вопрос для наших участников? Ну, во-первых, в экосистеме Сколково существует большое количество бизнес-ангелов, которые вкладываются в проекты участников. Также несколько лет назад мы создали свою дочернюю структуру SK Ventures, которая занимается привлечением венчурного финансирования для участников проекта Сколково, а также работает на внешние проекты. И
так скажем, такой момент, которым мы гордимся действительно. SK Ventures занимает более 40% рынка венчурного инвестирования в нашей стране. Ими было проведено более 150 сделок. Это, ну, такая, так скажем, достаточно весомая цифра. Следующий блок в экосистеме – это и наши индустриальные партнеры. Любому стартапу, любой технологической компании в какой-то момент необходимо искать площадку, где она будет разворачивать внедрение, где куда компания будет продавать то, что она разрабатывает. И именно для этого мы в свою экосистему включаем наших индустриальных партнеров. У нас их бывает несколько видов, но есть, допустим, неокр-центры крупных технологических компаний, таких как Татнефть, Сибур, лаборатория LG, Боинг-центр, большое количество различных партнеров. А также у нас есть такие партнеры, с которыми мы проводим совместные акселераторы технологические. Вот, допустим, недавно у нас закончился отбор на 2 акселератора. Это BuildUp, строительный акселератор, который мы проводим с 4 крупнейшими застройщиками Москвы. Сейчас идет уже непосредственно, то есть предотбор прошел, и сейчас коллеги работают с проектами. Также недавно закончился отбор заявок в акселератор Северстали. Сейчас обращаю ваше внимание, если среди вас есть компании, которые, так скажем, работают в этом поле, кому интересны такие партнеры, сейчас у нас идет прием заявок на акселератор «Энергопрорыв». Это акселератор, который мы проводим совместно с Россетями. И сейчас идет отбор заявок на акселератор совместно с Росатомом. Поэтому у вас есть возможность подать свои проекты и показать их крупнейшим игрокам на российском рынке. Ну, для чего мы их проводим? Для того, чтобы у наших участников, а также у компаний извне была возможность показать то, что они делают крупнейшим игрокам на российском рынке. Следующий блок – это наука наша, наш институт Сколтех. Он у нас создан совместно с Массачусетским институтом технологий, и преподавание в нем осуществляется только на английском языке. Сейчас в нем преподает 86 профессоров и преподавателей, учатся более 600 студентов. А также Сколтех имеет несколько научно-исследовательских лабораторий, которые практически не имеют аналогов в мире, то есть единицы таких лабораторий существуют. Это немножечко о нашей экосистеме. А теперь расскажу вообще, что получает участник проекта Сколково, какие меры поддержки оказывает Сколково. Здесь у меня приведен слайд, на котором сосредоточены все виды нашей поддержки. На некоторых, на них я остановлюсь далее чуть-чуть более подробно, а про некоторые здесь расскажу, так скажем, вскользь. Ну, все виды поддержки наши можно разделить на монетарные и немонетарные, соответственно. На монетарных я буду останавливаться поподробнее, на тех, на которых менее подробно буду останавливаться. Но это пиар-поддержка. Мы, соответственно, поддерживаем какие-то значимые вехи у наших участников, как на различных конференциях, как в средствах массовой информации федерального уровня. То есть снимаем сюжеты, которые выходят на телевидении, пиарим на различных интернет-крупных порталах, делаем совместные пресс-релизы в печатных изданиях, ну, то есть поддерживаем компании, освещаем их деятельность. Также важным таким пунктом, который есть у нас, это работа проектного менеджера, да, потому что достаточно часто за каждым проектом у нас закрепляется отдельный проектный менеджер. Достаточно часто компании создаются людьми, у которых, допустим, есть идея, обычно это люди науки, и не всегда там присутствуют какие-то дополнительные там компетенции, допустим, там в маркетинге, в коммерческих вопросах, либо, допустим, не всегда понимают,
какая должна быть дорожная карта развития у проекта, что, зачем необходимо и как, в какой последовательности делать. Именно для этого у нас есть проектные менеджеры, которые согласуют подобную карту с проектом и помогают ей двигаться по этому проекту. То есть подсказывают, когда, где, на каком этапе, допустим, можно обратиться за грантовой поддержкой либо там в фонд Сколково, либо, допустим, в различные другие фонды, которые есть на территории Российской Федерации для того, чтобы получить поддержку. Подсказывают, в какой выставке, конференции, когда можно принять участие, организовать там бизнес-миссию, как сделать прототип, как осуществить защиту интеллектуальной собственности проекта. Ну, так скажем, тот человек, который с вами будет а, на протяжении всего вашего существования в качестве участника проекта Сколково. А теперь перейдем более подробно к тому, что, так скажем, мы еще предоставляем, ну, монетарные поддержки. Ну, во-первых, это, конечно, налоговые таможенные льготы. Участник проекта Сколково может сам выбирать, будет ли он являться плательщиком НДС или не будет. Участник не является плательщиком налога на прибыль, не является плательщиком налога на имущество. Страховые взносы, ставка снижена до 14%, а таможенные пошлины и НДС на ввозимое оборудование, которое вы используете в своей исследовательской деятельности, также 0%. Обращу существенное ваше внимание, что Сколково не претендует ни на интеллектуальную вашу собственность, не входит в капитал компании, не входит в управление компанией. Большинство наших услуг мы оказываем безвозмездно, либо часть этих услуг можно компенсировать через микрогранты, о чем я расскажу попозже. И существенный такой момент: до августа прошлого года всеми преференциями, которые давал статус участника проекта Сколково, чтобы ими воспользоваться, необходимо было перерегистрировать юридический адрес на территорию инновационного центра в Москву. С августа прошлого года это требование упразднено, закон о Сколково получил экстерриториальное распространение, и теперь компания, находясь как фактически, так и юридически в любой точке на территории Российской Федерации, она может быть участником проекта Сколково и получать доступ ко всем сервисам, ко всем ресурсам, которыми обладает фонд. Следующий блок, который интересует всех наших участников, это блок по грантовой поддержке. Соответственно, грантовая поддержка у нас делится на 3 вида. Первый – это микрогранты, это самая востребуемая поддержка, которая есть у нас в фонде. Она выдается на 10 направлений деятельности, то есть которые имеют такой характер, как, допустим, там прототипирование, защита интеллектуальной собственности, участие в выставках, конференциях, маркетинговые исследования, испытания. Порядка 10 программ, на которые вы можете взять данные микрогранты. Подаются заявка на них легко через личный кабинет, и в течение 20 дней принимается решение по вашей заявке. То есть она не требует вашего личного присутствия, она не требует защиты. Вы просто подаете заявку, прикрепляете необходимые документы и получаете либо одобрение. Ну, бывают такие случаи, что получаете отказ. Это когда, допустим, там не прикреплены какие-то неверные документы. В этом случае вы можете получить отказ. Микрогранты выдаются как по ряду программ как на авансирование, так и на компенсацию затрат. То есть либо вы можете показать затраты к возмещению, либо вы можете взять аванс, допустим, на выставке, конференции, и потом уже отчитаться перед фондом. Отчет по данному микрогранту очень простой, он просто принимается к сведению единоразово. За год участник может взять не более микрогрантов на сумму не более 4 миллионов рублей в общей сумме за год, и единовременный грант не может быть больше суммы 1,5 миллиона рублей. Из ограничений на микрогранты могут претендовать компании, в штате которых от 3 до 5 человек, и выручка которых за предыдущий год не превысила 50 миллионов рублей.
Это вкратце о микрогрантах. Мини-гранты – это гранты с суммой до 5 миллионов рублей. Они уже выдаются на более, так скажем, объемные такие стадии проекта, допустим, там на покупку оборудования. Здесь решение принимается уже порядка 40 дней, требуется согласование с вашим проектным менеджером, защита на кластере и потом на грантовом комитете. И, следующий блок – это большие гранты. Это гранты до 300 миллионов рублей. Здесь вам уже необходимо показать свои соинвестиции по данному направлению. Даются они на определенной стадии вашего проекта, и в зависимости от суммы гранта, которую вы привлекаете, от стадии, на которую вы берете, необходимо показать уровень соинвестиций от 25 до 75% от запрашиваемой суммы. Решение принимается здесь порядка 60 дней и уже требует точной защиты, опять же, на кластерном комитете и на грантовом комитете. Обращаю ваше внимание, что, опять же, что при выдаче грантов фонд не входит ни в акционерный капитал, не участвует в корпоративном управлении проектом. Следующий блок – это возмещение инвестиций бизнес-ангелов в резидентов Сколково. Здесь какой ключевой момент? Компания, бизнес-ангел может инвестировать в компанию свои денежные средства и получить 50% назад от суммы этой инвестиции. Есть ряд ограничений, таких как бизнес-ангел должен являться официальным плательщиком НДФЛ. Возмещение будет происходить от суммы НДФЛ, которую он уплатил в предыдущие 3 года. По данному бизнес-ангелу не должно быть негативных сведений в открытых средствах массовой информации, и он не должен владеть более 15% долей в уставном капитале участника. Ну и есть еще ряд, так скажем, там каких-то ключевых моментов. Я не буду останавливаться на них более подробно в связи, так скажем, с небольшим таймингом нашим. На примере покажу, что если, допустим, бизнес-ангел инвестировал в вашу компанию 10 миллионов рублей, и за предыдущие 3 года сумма его НДФЛ больше 5 миллионов рублей, то он может вернуть эти 5 миллионов рублей обратно. Так, следующий блок – это помощь в привлечении инвестиций. Я уже говорила о нашей компании SK Ventures, которая занимается привлечением инвестиций как в участниках, так и в компании извне. Подать заявку и узнать обо всем можно на сайте skventures.ru и либо через вашего проектного менеджера. Следующий сервис – это менторская поддержка. У нас на данный момент на сайте mentorsk.ru зарегистрировано более 250 менторов, которые осуществляют поддержку участников Сколково. Вы заходите, выбираете ментора, направляете анкету, и если у вас происходит, как мы ее называем, химия, ментор соглашается работать с вами, то вы там по определенному графику, согласовав, получаете консультации от крупнейших и известных людей Российской Федерации. Следующий блок – это программа акселерации. Они у нас бывают разные, отчасти там с корпоративными партнерами я рассказывала. Есть также аккредитованные акселерационные программы, в которых вы можете принять участие, и обучаясь в этих программах, вы поймете, как более правильно, так скажем, развивать свой бизнес, как прийти к коммерциализации своих технологий. Это такие программы поддержки, которые помогают вам формировать свой план по развитию проекта. Участие в этих программах платное, но вы можете компенсировать его через микрогрантовую поддержку.
поэтому оно для вас условно бесплатное для участников проекта. Услуги по защите интеллектуальной собственности, это услуги нашей компании ЦИС Сколково. Всю информацию о них можно дополнительно посмотреть на сайте iskallegal.ru. Обращу внимание, что мы занимаемся защитой интеллектуальной собственности как на российском рынке, так и на международном рынке. И все эти услуги, они компенсируются через микрогранты. Следующий блок – это, опять же, услуги ЦИС Сколково. Это сопровождение любых сделок по, допустим, там, созданию совместных предприятий, венчурных сделок, продаж бизнеса, прав на неокр. Все эти сделки ЦИС Сколково сопровождает, и все эти услуги, опять же, можно компенсировать через программу микрогрантов. ЦКП Сколково – это такой маркетплейс услуг ЦКП. На сайте rnd.sk.ru вы можете посмотреть все эти ЦКП. Они расположены на территории Российской Федерации. И вы можете на маркетплейсе выложить ту услугу, которую вам необходимо оказать. ЦКП вам сделают предложение, по какой стоимости они готовы оказать. Если вас это устраивает, то вы можете заказывать эту услугу. Это действует не только для участников проекта Сколково, но участники проекта Сколково могут компенсировать через программу микрогрантов. И для них она будет бесплатная. Ну а теперь немножечко о процедуре получения статуса Сколково. Времени у нас осталось немного. Григорий, вы меня прервите, если я буду совсем выходить за тайминг. Для того, чтобы стать участником Сколково, нужно зарегистрироваться на сайте isk.ru, заполнить анкету. Анкета достаточно объемная, но обращаю ваше внимание, что все пункты необходимо заполнить. Чем более полно вы заполните и развернуто, тем выше вариант того, что ваша анкета получит положительную экспертизу. После того, как вы заполнили и направили на экспертизу, первая анкета проходит несколько проверок. Первое – это насколько она полно и комплексно заполнена. Если все хорошо, то дальше она переходит на этап юридической проверки. На этом этапе, соответственно, проверяется, насколько верно вы приложили оформленное заявление участников, насколько верно вы ее оформили. Если все окей, то она переходит на этап соответствия форсайту, то есть это насколько ваш проект соответствует кластеризации нашей, то есть насколько они соответствуют кластерам, по которым работает фонд Сколково. Далее анкета уходит на экспертизу по существу, она передается на голосование 7 экспертам. Эти эксперты выбираются рандомным путем, они обезличены, их никто не знает. И эти эксперты отвечают на 4 ключевых вопросов. Насколько проект в принципе теоретически реализуем и не противоречит ли он научным принципам, какие конкурентные преимущества у него есть и, так скажем, чем он лучше, чем то, что сейчас есть на рынке, насколько проект в потенциале коммерциализируем, потому что любой проект, который обладает статусом участника Сколково, для нас важно, чтобы в перспективе этот проект зарабатывал. Ну и, соответственно, насколько компетентна команда, то есть насколько она обладает потенциалом, а насколько обладает компетенциями в данной сфере, который защищает проект. Если более 50% экспертов на каждый из вопросов ответил «да», то вы получаете положительное заключение экспертизы, и далее вам предстоит подача заявления на статус участника проекта Сколково. Вы можете здесь либо зарегистрировать новое юридическое лицо, либо зайти действующим. Основное требование – устав участника Сколково должен быть приведен в соответствие с требованиями проекта Сколково. Это основное требование, как я говорила ранее. Это участник может осуществлять деятельность только в области неокра и коммерциализации именно того неокра, с которым он зашел на статус Сколково. После того, как вы привели документы в соответствие, вы подаете заявку через личный кабинет, она проходит юридическую проверку, после этого вы направляете документы в бумажном виде, мы получаем их, вносим запись в реестр, присваиваем вам статус и выдаем свидетельство. Ну, я надеюсь, я чуть-чуть
не уложилась во время, надеюсь. Если есть вопросы, есть время у нас, я готова ответить. Григорий, да, прошу вас Да, помодерировать. с заполнением заявкой Технопарк Якутия тоже готов помогать. Да, Всецело как региональный оператор. Так что обращайтесь ко мне по заполнению заявок. И если есть у кого вопросы из присутствующих, давайте 2-3 вопроса и заканчиваем тогда. Есть у кого вопросы? Ну, по ходу все было понятно. будем надеяться. Коллеги, да, ждем вас. Спасибо вам. Да, ждем, коллеги, от вас заявок через нашего регионального оператора Технопарк Якутия. Спасибо всем за внимание. Хорошего вечера в вашем случае. До свидания. До свидания.